Строительный краскопульт – главный помощник на этой кухне. Но здесь им красят не стены, а сладкие десерты. Смешивая цвета, хрупкая мама троих детей Лейсан Эмильбаева осваивает и живопись, и скульптуру, и декор. И каждый ее торт уже почти как произведение искусства. Но еще 3 года назад, уходя в декретный отпуск, она, режиссер телевидения, и подумать не могла, что будет печь сладости на заказ. Сначала пекла для своих родственников, для друзей, в подарок. Потом начали сарафанное радио, дала себе знать и начали заказывать торты. Вот тогда я, наверное, поняла, что это мое, что на основную работу я не вернусь. Один из последних заказов Лейсан – 10-килограммовый свадебный торт был продан за 20 тысяч рублей. Сейчас женщина уже не боится заявлять о себе открыто, поскольку, узнав о новом налоговом режиме для самозанятых, решила зарегистрироваться. Не все рестораны и кафе принимают торты от домашних кондитеров. Наверное, это главное, к чему меня подтолкнуло именно зарегистрироваться, именно выйти из подполья, так скажем. Самозанятость, а точнее налог на профессиональный доход – это новый режим, который позволяет всем, кто работает на себя, легализовать свою деятельность. Эта система уже работает в 4 регионах – Москве, Татарстане, в Калужской и Московской областях. Со следующего года ее планируют ввести и в Башкортостане. Суть в том, что самозанятые платят налоги по минимальным ставкам. Всего 4% с платежей от физлиц и 6%, если клиент юрлицо. Не надо представлять никаких отчетов в налоговый орган, не надо бежать в налоговый орган регистрироваться. Это можно сделать с использованием того же телефона. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в приложении «Мой налог». После скачивания на телефон программа запросит скрин паспорта и фотографию, а вместо подписи достаточно будет просто моргнуть. Через это же приложение затем и будет происходить уплата налога. В течение месяца самозанятый должен записывать сюда платежи, которые поступают к нему от клиентов, а система сама посчитает сумму налога и выставит счет. Налогоплательщику придет на телефон его сумма, подлежащая уплате налога, и он с использованием того же телефона уплатит ее. Основная цель этого проекта, по задумке властей, вывести из тени огромный сектор потребительского рынка, физических лиц, по сути, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью. Это домашние парикмахеры, косметологи, гаражные автослесари, таксисты, репетиторы, няни, фотографы, продавцы товаров в интернете и даже блогеры, зарабатывающие на рекламе в Инстаграме. Этот список можно продолжать. Однако не все из них могут похвастаться большими доходами. Для кого-то это скорее копеечная подработка и порой единственная возможность заработать на что-то, кроме продуктов. Большинство из запрошенных нами людей на улице воспринимают этот проект как попытку перекрыть кислород. И так, как говорится, всех зажали в стране. Тут еще самозанятых этих, они и так бедные, как говорится, стараются как-то выкарабкаться, наверное. У меня тоже дочь делает торты на дому. Но деньги такие небольшие получаются, в общем-то, чисто для выживания. Они так немножко окупают свои затраты, и что-то остается на хлеб с молоком. Неоднозначно оценивает нововведение и финансовый омбудсмен республики Валерий Шарипов. Напомню выражение нашего бывшего премьер-министра Иванова. Он сказал, что люди – это наша вторая нефть. Нет необходимости бурить скважины, строить нефтепроводы, создавать логистику. Налоговая база для поступления в государственный бюджет должна формироваться в развитом обществе не за счет доходов его граждан, а за счет экономики, которая действует в данной стране. Уфимский предприниматель, член Совета по правам человека Азамат Галин считает, что те, кто работают в тени, в ней же и останутся, а в самозанятые перейдут уже зарегистрированные ИП. Для них это более выгодные условия, но бюджет, напротив, от этого потеряет. И тем не менее предприниматель подчеркивает, что платить налоги – обязанность каждого. Вы платите, а эти люди не платят. Но когда вы приходите в поликлинику, впереди вас 4 человека стоят в очереди. Они 4 человека не платят ничего на содержание медицины, да? И они также хотят получить эти услуги бесплатно. Вот здесь наступает та самая несправедливость, которая у нас ежедневно происходит. Если вы получаете доходы, вы обязаны с этого платить налоги и точка. В последние годы такая форма серого бизнеса весьма популярна. Для потребителя это возможность сэкономить. А раз есть спрос, значит есть и предложение. И нелегальный доход некоторых физлиц исчисляется миллионами, например, от сдачи недвижимости в аренду. При этом такой рынок развивается стихийно, работают на нем часто непрофессионалы. И качество услуг или товаров порой оставляет желать лучшего. Вызвала скорую, скорая увезла.
С сильнейшим отеком глаз Гульнара Марчина попала в больницу после посещения мастера по оформлению бровей и ресниц. Процедуру проводили на дому. Сейчас женщина обратилась в правоохранительные органы, чтобы доказать ущерб, нанесенный ее здоровью. Пока безуспешно. Откуда, говорит, я знаю, что это пошла, говорит, реакция после моей процедуры. Может, вы что-то там, говорит, дома себе нанесли. Но сейчас для меня урок, естественно, я сейчас никогда в жизни не пойду на такие процедуры, у меня страх. При обращении к нелегальному предпринимателю у клиента не остается ни чека, ни квитанции, ни договора. А отношения между двумя физлицами не попадают под действие закона о защите прав потребителей, говорят в Роспотребнадзоре. Гражданин должен взвесить все риски, при обращении за услугой или за покупкой товара у физического лица, потому что данные отношения, правоотношения под закон о защите прав потребителей не попадают. И хотя шанс отстоять свои права в суде остается, но клиенту в таком случае придется самому добывать доказательства. В этом случае надо доказать то, что это лицо систематически оказывает услуги, хоть оно и не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельские показания, видеозаписи, переписки между лицами. Мы решаем узнать, как повлияла история с аллергией на работу той самой мастерицы. Записываемся на прием. Теперь женщина арендует кабинет в парикмахерской. Перед процедурой предлагает подписать документ, в котором клиент обязуется не иметь претензий в случае проблем со здоровьем после наращивания ресниц. Увидев камеру, женщина заявляет, что теперь работает официально, но показать свидетельство о регистрации отказывается. То есть вы мне, как потребитель ваших услуг, не хотите показать документ? Давайте пройдем отсюда. Мы пытаемся более детально прочитать условия подписанного нами договора, но мастер буквально пускается в рукопашную, чтобы его отобрать и уничтожить, словно улику. Это же договор я подписала. Здесь моя подпись. Здесь моя подпись. Смотрите. Давайте. Вы будете хватать? Вы будете хватать? Вы, может, не будете мои личные вещи трогать? Это не личная ваша вещь, я подписала договор. Дайте почитать договор, который я подписала. Выйдите с этого помещения. Почему? Я пришла сюда получить услугу, я не домой к вам пришла. Потому что я хочу выйти с этого. А почему вы выигрываете? Объясните, пожалуйста. Это мой договор, если ничего хочу, то делаю. По принципу «что хочу, то и делаю» сегодня работают многие незаконные предприниматели. Ведь даже в случае, если до них доберутся налоговые инспекторы, штраф будет невелик и совершенно несопоставим с их доходами. За деятельность без государственной регистрации предусмотрен штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Добрый день. У меня жена заказывала абонемент на 1000 рублей. А это уже оперативная съемка налоговой службы. Под видом клиентов инспекторы приходят в крупный салон красоты в центре Уфы. В качестве контрольной услуги девушке-инспектору делают оформление бровей. Деньги берут, чек не выдают. Проверка выявила, что кассовый аппарат в салоне отсутствует. И сразу несколько человек работают здесь неофициально. 2 месяца вы без документов, без оформления работаете? Пару месяцев. Можно я работаю, вы меня отвлекаете? Мы смотрим, все ли работники оформлены в качестве наемных работников. Контрольная кассовая техника отсутствует, составляется протокол об удовлетворении правонарушения. Насколько профессиональными могут быть услуги на неофициальном рынке, мы решаем проверить в ходе журналистского эксперимента. Выбираем 2 случайных частных объявления от нянь и приглашаем их, чтобы посидеть с 7-летним ребенком. В обычной городской квартире мы расставим несколько вот таких небольших видеокамер и попросим нам помочь вот этого молодого человека. Это юный актер, зовут его Саша. Саша, поможешь нам? Да. Твоя задача – изобразить хулигана. Только, пожалуйста, ничего из того, что мы тебя попросим сделать, в обычной жизни не делай. Ладно. Инсценируя нетипичные ситуации, мы посмотрим, правильно ли отреагирует на них няня. Например, просим Сашу много бегать, стрелять из игрушечного пистолета, проливать воду. А еще заранее кладем в баночку из-под лекарств конфеты без запаха, по форме очень напоминающие таблетки. И, конечно, предупреждаем об этом ребенка. Это Саша. Саша, очень приятно. Мы уроки будем делать? Да нет, наверное. Первая няня, женщина средних лет, к делу приступает достаточно грамотно. Она сразу спрашивает, поел ли мальчик, пытается отвлечь от телефона. За обстановкой в квартире мы наблюдаем через специальное мобильное приложение. Няня не оставляет ребенка ни на минуту и увлекает его играми в города и пантомимы. Настолько, что Саша даже на время забывает о нашем задании. Однако, когда он все-таки начинает хулиганить, женщина не теряется. Делает мишень для стрельбы и присоединяется к игре. Но идеальная картина все же омрачается, когда дело доходит до псевдотаблеток. Саша начинает их есть. Таблетки. А зачем ты много тут ешь? Ага, витамины это, наверное. Покажи,
Очевидно, что няня сомневается, но тем не менее не звонит родителям. Ждем около 15 минут и заходим в квартиру. На самом деле мы, журналисты, снимаем программу «Специальный репортаж». Я так и думала, что какой-то подвох. Ну вот вы заметили, что ребенок ест таблетки? Да. Я заметила, но это не таблетки же. Какой должна быть реакция няни? Ну, взрослый мальчик, я не знаю. Женщина не скрывает, что работает без санкнижки и неофициально. Очевидно, расстроившись, она не берет денег за свои услуги. Хотя если бы не заминка с таблетками, ее действия можно было бы считать образцовыми. Чего не скажешь о следующей няне. 21-летняя студентка в объявлении о себе написала «заботливая и внимательная». Но, оставшись с ребенком наедине, просто садится на диван и смотрит в экран телефона. Временами зевает, потом достает книгу. Действия Саши не вызывают никакого интереса. Он надолго уходит в другую комнату, но няня остается на месте. Буквально в метре от нее мальчик открывает баночку с лжепилюлями и ест. Равнодушно посмотрев на это, няня интересуется наличием Wi-Fi в квартире. Снова ждем 15 минут, в течение которых картина никак не меняется, и заходим. Какой реакция должна быть няня в данном случае? Наверное, позвонить маме, скорую вызвать. Правильно. Почему вы этого не сделали? Так я вообще не знала, что это таблетки. Ну как? Ну, есть такие конфетки Тик-Так, я думаю, это Тик-Так. Но они же лежали в упаковке, на которой написано кетонал. Я вообще не вижу, у меня просто зрение плохое, не вижу вообще. На этот раз няня берет деньги за услугу и уходит. Мне показалось то, что она просто пришла сюда, ну просто ничего не делать, либо то книжку почитать, либо в телефоне посидеть, пока ребенок где-то что-то здесь делает. Но самое главное, я думаю, ей было заработать денежку. Какими могут быть последствия непрофессионализма в этой сфере, показала нашумевшая история в Стерлитамаке. На этих кадрах скрытой камеры видно, как женщина швыряет 8-месячного ребенка как куклу. Силой вдавливает в подушку руками и даже ногами. А когда малыш плачет и мешает няне спать, с размаху бьет по голове. Ну, да, вот так вот. О, прям огонь. Рабочая сторона? У меня тут проще. Кирилл Ермолаев – известный уфимский фотограф. Себя называет счастливым человеком. 13 лет назад свое хобби ему удалось превратить в основной источник дохода. Сейчас у него личная профессиональная студия и фотошкола, из которой он уже выпустил более 1500 учеников. Шутит, растит себе конкурентов. Говорит, бизнес на легальном поле позволяет ему работать с крупными заказчиками. То есть это возможность работать там, не знаю, с заводом, с каким-то предприятием. Не знаю, с Москвы вот недавно был заказ. То есть они первым делом спрашивают, есть ли возможность, то есть есть ли юридическое лицо, чтобы рассчитаться. Но из 10 человек, которым мы позвонили, Кирилл оказался единственным официально зарегистрированным фотографом, работающим на себя. Остальные выйти из сумрака пока все-таки не спешат, боясь оказаться под колпаком у государства. Я не думаю, что государство на самом деле как-то возьмется за них там и устроит им 1937 год. Потому что все прекрасно понимают, что вот именно эта категория людей – это есть топливо и бензин для легальной сферы. То есть человек, попробовав себя в каком-то маленьком бизнесе, да, получая какие-то незначительные доходы, он как бы автоматически стажируется и сам придет к тому, что ему нужно легализоваться и для того, чтобы получать кредиты, получать какие-то льготы. Это же не карательная машина. Да? То есть как бы государство не собирается никого лишний раз наказывать за то, что они там продали лишнюю пару носков. Не нужно перегибать. Да? То есть как бы речь идет о людях, которые систематически получают какой-то определенный доход. В регионах, которые уже почти год тестируют новый налоговый режим, опыт скорее положительный. Об этом говорят сами предприниматели. Там в качестве самозанятых зарегистрировались более 240 тысяч человек. Это нормальная гражданская позиция, выходить из тени. И рассматриваем самозанятость как возможность в очень комфортных условиях начать свой бизнес. Мало-помалу, с маленьких шагов, не имея активных рисков. Ну и, соответственно, понимать, что можно из этой формы, из самозанятого вырасти в хороший, качественный, масштабный бизнес. По мнению экспертов, переход предпринимателей в легальную сферу все-таки не только пополнит бюджет, но и организует этот рынок, позволит повысить качество услуг. Пока проект обкатывают в других регионах, у Башкортостана есть время присмотреться, учесть все нюансы, чтобы в конечном итоге в плюсе остались и предприниматели, и потребители.